С 1 июня в России начнет действовать закон, по которому управление транспортом с иностранными правами будет запрещено. Поменять удостоверение своих государств на российские автолюбители должны были еще 2 года назад. Изначально законопроект должен был вступить в силу в июне 2015-го, однако эта дата была отложена. По оценкам профсоюза таксистов в Москве на нелегальном положении окажется каждый 5-й частный извозчик. В посольстве Кыргызстана в России заявили, что неоднократно рассказывали о принимаемых мерах соотечественникам. Подробнее о правилах передвижения по территории России расскажет обозреватель телеканала «Он Бир» Мерим Мадамбекова. Вот год назад в Кыргызстане были внедрены водительские права нового образца, и из-за того, что там не было указано срока годности, они были признаны незаконными. Теперь, как оказалось, и новые права недействительны на территории России. Мерим, вот что будут делать мигранты после того, как принятый закон вступит в силу, как они должны менять свои права? Скажите. Спасибо, Назик. Я вначале отмечу, что в начале 2013 года, в июне, должен был вступить данный закон, однако он был перенесен. Согласно закону, иностранные граждане, осуществляющие гражданские или грузоперевозки, должны были получить водительские права российского образца. И я отмечу, международные и национальные водительские права, которые действуют у нас в Кыргызстане, они не отвечают требованиям Венской конвенции. И в обществе заявили, что эти недопущения были недочеты именно допущены со стороны ГРС. Как рассказывает водитель, который занимается частным извозом в Москве, Эмиль Карымаев, он получил паспорт нового образца, однако, как позже выяснилось, он получил паспорт с нарушением со стороны ГРС. Там были некоторые ошибки в указании фамилии его отца. Должны были написать на латинице, однако написали на кириллице. Впрочем, он потратил на получение паспорта около 50 тысяч сомов, в связи с чем были нарушения. Также это не единственный случай, множество было нарушений и со стороны других предпринимателей, которые занимаются частным извозом на территории России. Также сейчас граждане, которые проживают на территории России, очень возмущены существующей ситуацией. Одни требуют того, чтобы как-то рассмотреть данную проблему на правительственном уровне, а другие готовы подать в суд на ГРС в связи со сложившейся ситуацией. Они отмечают, что для решения проблемы им давалась отсрочка в 4 года. Они должны были тогда задуматься о том, чтобы решить проблему мигрантов, поскольку сейчас сложилась такая ситуация, что в связи с этим массово будут уволены трудовые мигранты, которые трудятся на территории Российской Федерации. Мерим, вот вы отметили, что наши международные и национальные водительские права не соответствуют требованиям Венской конвенции. Вот неужели соответствующие органы страны, предприниматели, не предпринимали какие-нибудь меры, чтобы исправить это положение вот за 4 года? Как рассказала представитель МИДа Имкан Кулыкеева, она отмечает, что неоднократно были подвержены депортированию кыргызстанцы, и они были несколько раз оштрафованы, кыргызстанцы, и возвращены обратно на родину. Имкан Кулыкеева отмечает, что они неоднократно обращались в посольство Кыргызстана в России о том, чтобы их проблемы были озвучены и решены. Я в продолжении предлагаю вам послушать ее комментарии. На основании положений договора о ЕАЭС аналогичные консультации проводились в профильном департаменте Евразийской экономической комиссии. По имеющейся информации, такие же консультации проводят государственные члены ЕАЭС. В настоящее время Министерство иностранных дел ожидает получения официального уведомления от российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений. По получению информации мы сообщим дополнительно. Между тем, по словам представителя Государственной регистрационной службы Эльзат Кадырмашева, она отмечает, что сейчас принимаются меры для того, чтобы наши водительские права соответствовали международным стандартам. Ну, вот посмотрим, что из этого выйдет. Вот возвращаясь опять-таки к российскому закону, на основании чего будет налагаться штраф? За допуск к управлению водителя, не имеющего
водительского удостоверения именно российского образца будет наложен штраф таким водителям в размере 50 тысяч рублей. По мнению экспертов, перенос даты, перенос запрета был пролоббирован именно со стороны представителей именно этой отрасли, которые не хотят терять водителей из Центральной Азии, а также бывшего СССР. Также эти водители готовы работать за небольшую зарплату и которые готовы также ждать своей зарплаты по несколько месяцев. Кроме того, большинство из них не имеют в настоящее время водительских удостоверений, и поэтому с 1 июня 2017 года запрет на иностранные права по оценкам экспертов может привести к тому, что многие грузовики и автобусы могут просто не выйти на рейсы. В ГИБДД ранее отмечали, что они выступали, можно сказать, с такой жесткой критикой переноса даты, поскольку они отмечают, что водители с иностранными правами, они часто нарушают правила, не зная прав и правил дорожного движения на территории России, в связи с чем было количество ДТП именно с их участием. Кроме того, по данным Комитета Госдумы по транспорту, с 1 июня не смогут сесть за руль по их меркам около 70 тысяч водителей с иностранными правами. Также высказывается мнение, что к июлю не смогут получить примерно 5% водителей транспортных предприятий по причине того, что не знают русского языка. Эксперты высказывают мнение, что они будут вынуждены возвратиться на родину, и ситуация такая не только в Кыргызстане, но и в Таджикистане, в России, в Узбекистане, которые часто приезжают именно на заработки в Россию. Также, как пишут российские СМИ, тем самым трудовые мигранты ищут, вместо того, чтобы, как они пишут, вместо того, чтобы получить права нового образца, они ищут посредников, чтобы они посодействовали на экзаменах для получения прав. Они пишут, что у многих мигрантов, которые ранее работали согласно своим водительским удостоверениям, у них не было прав, и они даже не учились в определенных автошколах, они были вынуждены купить эти права, или у них были фальшивого рода водительские права. Так пишут российские издания. Спасибо, Мерим, за подробную информацию. Я напомню, что о запрете на управление транспортными средствами в России с иностранными правами мы поговорили с обозревателем телеканала «Он Бир» Мерим Адамбековой.